Мы сегодня открыли в Москве и в Московской области сезон Сабантуя. С прекрасным настроением пришли на наш национальный праздник. Очень удивились тому и порадовались, что здесь очень много народу. У всех прекрасное настроение. С удовольствием уже поучаствовали в конкурсе, поели вкусный учпучмак, попили чай и ходим, любуемся национальными костюмами, также концерт посмотрели. И очень рада сегодня участвовать в прекрасном мероприятии на нашем национальном празднике. Хочется сказать огромное спасибо организаторам. Все очень организовано и красочно. Нам очень нравится. Когда мы начинаем делать какие-то мероприятия, мы стараемся подумать о том, насколько и что нам самим будет интересно это мероприятие. И исходя из этого выстраиваем все мероприятие так, чтобы люди, приходя, максимально окунались в какое-то ощущение того, что здесь про них подумали, здесь за них подумали. Например, комната матери ребенка, например, молельная комната, например, чак-чак, тонна чак-чак и бесконечное количество чая. Все эти вещи, они делают пребывание людей на мероприятии просто приятнее, чем просто без всех этих вещей. Поэтому задача сделать как можно больше для людей, для обычных людей, и результатом получается такое душевное мероприятие. Поэтому основной посыл – это делать мероприятие для людей, не для галочки, не для звездочек, а просто для людей. И в результате этого стараниями большой команды, большого количества наших партнеров, конечно же, административного ресурса, получаются такие мероприятия. Я диджей Рамис, диджей Радио Восток ФМ и соорганизатор Сабантуя в Люберцах. Чтобы организовать вот такой масштабный праздник Сабантуй в Люберцах, просто надо быть татарином в душе и жить и болеть всеми родными национальными праздниками, и все получится. Сегодня здесь, в Люберцах, проходит замечательный праздник Сабантуй, и мы приехали специально из Казани, из Буинского района, чтобы познакомить москвичей и гостей столицы с этим замечательным праздником, а также презентовать свою национальную татарскую культуру, познакомить с национальным колоритом. В данном случае я представляю украшения из натуральных камней, которыми я занимаюсь уже с 2019 года, и я очень довольна публикой, я довольна обратной связью, очень отзывчивые люди. И мне очень нравится, у нас замечательный праздник, погода замечательная, поэтому приходите все сюда на Сабантуй и получайте хорошее настроение. Мы сегодня с прекрасной Алиной отвечали за зону национальных состязаний. Было очень весело, было очень много людей, которые все прибавлялись, и мы просто так вот веером таким вот. Мы рады принимать участие в Сабантуе в Люберцах. Мы любим Москву, москвичей, так как среди них очень много фанатов нашего бренда, первого бренда татарских платков. Дело в том, что еще 5 лет назад татарского платка печатного в принципе не существовало. Мы нашли проблему в том, что есть русский печатный платок, есть связанный оренбургский платок, а вот печатного татарского платка в природе просто не было. Мы взяли орнаменты, прекрасные орнаменты татар. Это орнаменты вышитые, орнаменты из кожаной мозаики, деревянное зодчество, каменная резьба по камню. Объединили их и решили перенести все это на ткань. Таким образом, 5 лет назад, а нашему бренду 5 лет, появился первый татарский платок, печатный, напоминаю. Почему нужно носить? Мы помним о цели нашего бренда – популяризация татарской культуры. Все должны в мире знать о татарской культуре, носить наши татарские платки. И если 5 лет назад был только один бренд, когда мы зародились, то сейчас уже в Татарстане стать обладательницей татарского платка считается очень модным, престижным. И мы с удовольствием наблюдаем, как на маркетах появляются все новые и новые бренды татарских платков, как на улицах красивые женщины носят на себе татарские платки. Напомню, что миссия бренда, цель всей нашей команды – это популяризация татарской культуры в мировое пространство. Мы хотим, чтобы весь мир знали о татарской культуре и носили наши татарские платки. Мы еще зарегистрировали 2 бренда.
Это бренд Миллишеп, национальное, отлично. Там будет все, кроме татарских платков. Там бижутерия, одежда и все такое прочее. И второй новый бренд – это этношарф. Мы поняли, что и у других народов нашей России, многонациональная Россия, они тоже хотят иметь свои платки. Сейчас у нас башкирские, марийские, русские платки мы делаем, чувашские, чеченские, дагестанские. То есть очень много народов, и у каждого народа мы хотим, чтобы каждый народ имел свои платки. Огромная благодарность за приглашение, благодарность за отличную организацию этого праздника. Рахим Итыгыз к нам в Казань. Из Сен-Мессис, из штаба татар мы перенеслись в Люберцы. Сегодня у нас Сабантуй. Я являюсь волонтером и уже все руки в печатях. Сегодня потрясающая погода, потрясающие люди, и столько всего произошло, столько чак-чака было съедено. Я думаю, на целый год хватит. Всем советую и обязательно приходите на Сабантуй, который будет проводиться в Москве. Мы с удовольствием поучаствовали в национальных конкурсах, которые организовывал штаб татар. Хочется огромное спасибо сказать Гульнаре и команде штаб татара за такую организацию. Было очень интересно и очень увлекательно. Лично я была в восторге от того, как Сабантуй раскрыл сердца любых возрастов, всех возрастов. И бабулечки бегали, и детки маленькие бегали, и мужчины, папы тоже бегали. То есть это праздник сегодня объединил просто все нации, все возраста. Спасибо тем, кто пришел, кто был рядом с нами. Мы подняли настроение вам, вы подняли настроение нам, обменялись энергетикой бешеной просто. И пусть такие мирные дни становятся только больше. Ну и, конечно бы, чтобы удивить люберецкую избалованную публику, мы привезли очень много интересных артистов, звезд Татарстана и также хедлайнеров от Восток ФМ. И один из них это Бахтавар, который сделал шикарный трек с Элвином Греем. Элвина Грея знают все, в представлении не нуждается. Трек называется «Татарка», который набрал уже порядка 36 миллионов в Ютубе. И сегодня он выступит перед нами. Также перед нами выступит Аслан Гусейнов и также один из лучших диджеев Татарстана, диджей Али. И я представлю сет, дискотеку от Восток ФМ. Будет очень круто, феерично, так что, народ, не надо сидеть дома, надо просто брать себя в руки, ноги и вперед. Очень радостно то, что Сабантуй выходит за рамки Татарстана и проводит не только в рамках Республики Татарстан, Республики Башкортостан. Сабантуй проводится и в других регионах России, не только России, в других странах зарубежных, например, в Дубае, уже в Америке и в других дружественных странах. Мы рады то, что мы сегодня проводим такого масштабного праздника именно в Московской области.